Доброе утро всем. Хотелось бы представиться сначала. Естественно, русский язык не родной для меня, так что прошу ваше терпение, особенно если что-то непонятно, но тем не менее, я думаю, что содержание презентации, дискуссия, все будет понятно с помощью слайдов, которые я буду использовать. Меня зовут Кевин Райлинг. Я являюсь оригинальным директором в организации, которая называется American Councils for International Education. По-русски звучит как Американские советы по международному образованию. Уже работаю в Американских советах где-то 17 лет. 8 лет базировался в Минске, и с 2009 здесь нахожусь в Вильнюсе. Презентация, мы будем говорить о разных направлениях. Сейчас я не могу почему-то слайд перекинуть на следующее. А у вас все там работает, да? Да, у нас все работает, но мы не видим переключения слайдов. Сейчас попробуем немножко. Ой, появилось окошко снизу. Угу. Вот. Первое, о чем мы будем говорить, это что такое Education USA и сотрудничество, возможность сотрудничества с Education USA. Первое – это общая информация о педагогическом образовании в США. И потом мы будем говорить о ресурсах, которые, может быть, вам пригодятся. Немножко об Education USA. Education USA – это скорее не программа, а сеть центров, которые существуют по всему миру. На данный момент есть более 400 центров Education USA. То, что мы занимаемся, чем мы занимаемся, это мы предоставляем полноценную, объективную информацию об системе образования, в основном высшего образования в США. Мы делаем это бесплатно для всех желающих. Так что в конце я буду давать контактную информацию. Вы можете с нами связаться в любое время, чтобы отвечать на все ваши вопросы касательно высшего образования в США. Как я уже говорил, наш центр, который работает именно с белорусами, находится в Вильнюсе. Основные направления работы центра – это различные программы, которые мы проводим. CCC – это Community, то есть Competitive College Club. Это работа со школьниками, которые хотели бы поступить в вузы в Америке. Graduate Study Cohort или Graduate Study Advising Program – это для тех, которые уже получили степень, но хотели бы продолжить свое образование в США. А потом есть программа Opportunity, которая предоставляет стипендию для тех, которые не могут покрыть расходы, которые связаны с процессом поступления в США. Мы проводим групповые презентации, индивидуальные консультации, то есть вы можете по имейлу с нами связаться. И регулярно, каждый месяц мы проводим различные онлайновые сейчас презентации. В нормальном режиме мы приезжаем в Беларусь и проводим консультации и презентации в основном на базе посольства США. Мы отправляем рассылки новостей каждый месяц об интересных возможностях, программах, которые вам тоже может быть интересно.
И, естественно, очень тесно работаем с социальными сетями, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм. Все эти контакты мы будем давать в конце презентации. Так, возможности сотрудничества онлайн. Как я уже говорил, обмен информацией в социальных сетях, рассылки и вебинары, которые проводятся регулярно. Вот здесь вот вы видите платформы, которые мы используем, Elidemy, Google Classroom. Это в основном для работы с школьниками, которые хотели бы поступить в американские вузы. А потом у нас есть довольно такой развитый канал в YouTube, где есть много полезной информации, собеседования с участниками. Может быть, тоже вам было бы интересно посмотреть. Немножко общая информация о постдипломном образовании в США. Как вам, наверное, известно, да, есть бакалаврская степень, а потом магистерская степень, докторские программы в США. Магистерские и докторские программы в США, они очень разнообразны. Вы увидите на следующий слайд примеры программ, в которых вы смогли бы участвовать, или люди, которые интересуются образованием, или программы, которые специализируются в образовании в США, или в международном образовании. Очень интересные и, как я уже говорил, очень разнообразные, разноплановые программы, которые представляются в вузах в США. В основном обучение на магистерской степени длится от 1 до 2 лет. На докторантуру это может быть от 3 до 6 лет. Это включается диссертация. Но, естественно, очень много зависит от человека, сколько вот длится вот этот процесс. И в более редких случаях это возможно поступать на докторские программы сразу после бакалавриата. То есть магистерская степень по некоторым программам это не обязательно. Или вы будете получить вот эту магистерскую степень по ходу, по пути к докторантуре. Интересно, может быть, именно для вас есть степень MA, Master of Arts, в сфере образования, и тоже есть MS, or Master of Science in Education. Тоже есть вот это MAT, Master of Arts in Teaching, Master of Education, Doctor of Education или PhD, это называется Doctor of Philosophy. Чаще всего те, которые хотели бы преподавать в вузах в США, они получают PhD или Doctor of Philosophy. Те, которые хотели бы больше работать в сфере администрации, аналитики, policy и так далее, они получают Doctor of Education чаще всего. Как может пригодиться постдипломное образование в США? Да? Естественно, это общее развитие профессиональных навыков, и это углубление изучения конкретной области знания. Может быть, это теория и дизайн, организация процесса обучения, может быть, это философия образования. Все эти возможности есть в США. Как вам, наверное, известно, есть очень много опций для обучения в США. Существует более 5000 аккредитованных вузов в США. И особенно в больших университетах есть очень много программ, которые очень узкие по специализации.
тоже может пригодиться постдипломное образование, потому что это расширяет карьерные перспективы, как и в Беларуси, так и в глобальном плане. Есть еще плюсы, например, постдипломное образование в США направлено на практику, то есть это в основном не теория, но это совместно с практикой почти всегда, особенно то, что касается сферы образования. Это возможность, чтобы более тесно работать с коллегами с всего мира. И есть очень много финансирования. Это не миф, то, что очень дорого стоит высшее образование в США, но тоже надо иметь в виду то, что есть очень много возможностей для финансирования, частичное финансирование или полное финансирование, особенно то, что касается магистерской степени или докторантуры в США. PhD versus doctorate in education, PhD versus the EdD. Докторантура философия обычно, как я уже говорил, от 3-4 до 6 лет и фокусируется на исследованиях. Это для тех, которые именно хотели бы преподавать в вузах в США или в других местах. Doctorate in Education это более прикладная направленность для тех, которые хотели бы работать в администрации, educational design, то есть дизайн образования и так далее. Чаще всего, когда студенты обращаются к нам, первый вопрос, который они задают, да, это как найти финансирование на программу. То есть вот, я хотел бы учиться в США, я не знаю именно что, да, но я знаю то, что не хватает финансирования, мне надо какую-нибудь стипендию. Это на самом деле не совсем хороший такой подход к образованию в США, потому что первое надо определиться с темой. Да? Зачем надо получить вот эту степень, что дальше, чем вы хотели бы заниматься на будущее, где вы видите через 5 лет, через 10 лет. И поэтому мы задаем вот ряд таких вопросов. Да? Для чего? Почему вы хотели бы учиться от 1 года до 6 лет именно в США? Да? И как вы сможете его улучшить знание английского языка для поступления? Это очень существенный вопрос. Это вопрос, который повторяется и повторяется, потому что на самом деле это очень важный базовый критерий для поступления в США. Первый, как я уже говорил, первый шаг – это не найти стипендию или финансирование, это определиться с программой. Есть очень много ресурсов, я тоже могу в конце отправить по имейлу Евгению список возможных ресурсов вместе с этой презентацией, если вы хотели бы там смотреть все ресурсы. Ну, на основные ресурсы, чтобы найти подходящие программы. Это типа princetonreview.com, это petersons.com, graduateguide.com или Masters Portal. Они все очень такие хорошие, проверенные ресурсы, чтобы найти программы. Для начального поиска вы можете изучать рейтинги программы. В рейтинге
они важны, но они, может быть, не настолько важны, как вам кажется, потому что каждая программа очень индивидуальная. Надо изучать все предметы, которые представляют программы. И не только предметы, но местонахождение университета, все эти факторы, они очень важны и даже важнее рейтинга программы. Если интересуется высшее образование в США, вы будете создавать список от 10 до 20 вузов, и в конце вы будете сократить вот этот список до 4, от 4 до 8 опций для поступления. И, как я уже говорил, очень много ресурсов, которые смогли бы вам помочь с этим, с поиском. Потом вы будете подготовить документы. Для большинства программ необходима анкета, какие-то результаты стандартных тестов. Это может быть GRE, Graduate Requisite Exam, естественно, какой-нибудь результат знания английского языка необходимо для иностранных студентов. Это может быть TOEFL, это может быть IELTS, в зависимости от вуза. Какое-нибудь мотивационное письмо, это называется в английском letter of intent, statement of intent, motivation letter. Они не все одинаковы по формату, но они одинаковы по сути, где вы будете сказать, зачем вы хотели бы учиться не только в США, не только вот, именно вот эту тему, но почему вы именно выбрали вот этот вуз и эту программу в этом вузе. Рекомендации чаще всего необходимы для пакета документов, финансовой формы и другие документы. Это может быть публикация, список публикаций, там CV, интервью в некоторых программах и так далее. Общие советы от нас, если вы серьезно рассматриваете поступление в американские вузы, это начинать вот этот поиск заранее. Заранее это не имеется в виду 3 месяца до поступления, это имеется в виду год, 2 года, даже 3 года, если надо потянуть английский язык, свой английский язык. Вы должны тщательно изучать и выбрать университеты и программы. Опять-таки, не только университеты, да, потому что есть очень много разных программ, которые представляются один вуз. Обратите внимание на специализацию и публикацию профессоров, да, чем они занимаются, какое вообще исследование они делают, чтобы найти, как мы называем вот это best fit для программы. Далеко не все программы одинаковые, даже если название одинаковое. И, как я уже говорил неоднократно, обязательно надо не совершенствовать свой английский язык, но надо, чтобы ваш английский язык был бы на хорошем уровне, чтобы получить вот эту возможность обучения в США. Уже упомянул несколько программ, которые, может быть, вам интересны лично. Вот Graduate Study Advising – это программа для тех, которые планируют поступление на магистерской и докторской программы в США. До 8 марта, до праздника, проходит набор на новый цикл программы. Если вам интересно лично, или если вы знаете вот, коллег, родственников, которые хотели бы участвовать в этой программе, пожалуйста, передайте информацию. Информацию, анкету можно найти в Фейсбуке, ВКонтакте,
или вы можете писать нам belarus@educationusa.org. Мы будем отправить эту информацию. Так, ресурсы для профессионального развития, которые, может быть, вам интересно. Есть каждый год очень много программ, которые проводятся посольством США. Вы найдете на сайте посольства, где написано Education and Culture, а потом English Language Programs. И в основном программы, они для тех, которые работают в сфере английского языка или преподают там английский язык, но далеко не все программы. Так что есть очень много специальностей, которые подходят к программам США. Обратите внимание на поддержку различных программ. Это может быть краткосрочные программы или долгосрочные программы. В случае Фулбрайта, например, программы обмена и поддержки инициатив и проектов. То есть далеко не все программы, которые предоставляются посольством США, именно являются программой обмена. Обмен – это в более широком понятии. Это может быть обмен не просто вот поехать туда, в США, но тоже и получить информацию, обменивать опыт и информацию с коллегами, которые находятся в США. Именно для вас программы, которые могут быть интересны, это Fulbright T program, SUSI for Secondary Educators и SUSI for Scholars. Программа T – это 6-недельная программа профессионального развития для учителей в США. Естественно, в такой программе краткосрочной не предоставляется стипендия или начисление кредитов, но это уникальный вот такой опыт, чтобы получить очень много полезной информации и опыта. Программа включает тренинги, практический опыт в школах США, и обмен практиками образования и другие активности. Прием заявок в этом году до 21 марта. Если вам интересно, вы можете писать нам или напрямую в посольство belarusprogram@gmail.com. Требования, может быть, вам интересно, это работать на полную ставку, учителем английского, математики, естественных или социальных наук, и это включается специальное образование по этим предметам. Иметь законченное высшее образование, первой степени, к моменту начала программы иметь опыт работы учителем минимум в 5 лет, максимум нет в требования. Проживать и работать в Беларуси, я думаю, что все подходят к этим. Набрать минимум 45 баллов в интернет-версии теста TOEFL, уровень B1. На самом деле это не так сложно, как, может быть, вам кажется. Демонстрировать желание продолжить работу учителем и после программы. И, как я уже говорил, вы должны отправить заполненную анкету до 21 марта. Вот. Вторая программа – это SUSI, Study of the US Institutes. И тоже дедлайн, крайний срок подачи анкет до 10 марта. Вы можете найти подробности через сайт, который я уже вам показал, или вы можете получить более подробную информацию, если будете писать имейл на belarusprogram@gmail.com. Вот эта программа SUSI. Это для учителей и администраторов средних школ
И это включает онлайн-программу и месяц в принимающем университете США. Требования – это профессионалы среднего уровня, это высокий, мотивированный и опытный преподаватель или администратор средней школы, стремление к улучшению или развитию курсов с компонентом американских исследований, и, как и в других программах, знания, базовое или среднее знание английского языка. А потом есть вот это SUSI для Scholars, это для преподавателей вузов, и вот эти институты проводятся на территории университетов, расположенных в нескольких регионах США и посвященные определенным темам. Опять-таки вы можете получить более подробную информацию через сайт посольства. Есть еще и летние, и краткосрочные программы США, программы на базе университетов, опять же, без присуждения степени. Многие программы проходят онлайн, особенно этим летом в связи с ситуацией с ковидом. Чаще всего не выделяется финансирование, но стоит значительно меньше, чем образование с дипломом. Более подробную информацию вы можете найти через один сайт, адрес, который summerstudyinusa.org. Вы будете найти поисковую систему здесь, и вы можете найти очень много различных программ. А потом, как вам, наверное, известно, вы можете получить больше информации по специальности или об образовании в США через Massive Online Courses, MOOCs, и здесь есть много ресурсов, где вы можете найти бесплатно таких курсов. American English for Educators. Вот вы видите сайт в Фейсбуке и главный сайт через Госдепартамент США. Это много тренингов и вебинаров по обучению онлайн, ресурсы для учителей. Так что если вы являетесь учителей английского языка, здесь очень много хороших ресурсов вы можете найти через этот сайт. Так, а теперь, вот если у нас есть возможность, чтобы включить, я не знаю, если стоит делать такой интерактив. Я понимаю, то, что большинство ваших слушателей, они сейчас через YouTube, но есть пара вопросов для дискуссии, если мы хотели бы сейчас использовать возможность. Мы готовы. Хорошо, всегда, да? Так. Если бы у вас была возможность углубленно изучать определенный аспект в образовании, что вы бы хотели изучать? Да, вопрос простой. Ну, возможно, это вопросы, я за себя скажу, пока коллеги не собраны или собрано думают над этим вопросом. Меня очень интересует вопрос коллективной эффективности педагогов. Насколько мы можем сотрудничать, взаимодействовать друг с другом, в какой плоскости это может развиваться, какие это даст результаты. Это именно в Беларуси, да? Вы хотели именно в Беларуси, да. Представляете такие возможности, чтобы встречаться, чтобы вот обмениваться опытом? Да, я представляю это.
Я понимаю, как это может быть, но я не могу определить для себя, какая цель этого будет всего, для чего это, и, может быть, это нужно только мне, а не еще кому-то. А сейчас собирают учителей вот, регулярно, чтобы обмениваться опытом? Но эта практика существует еще из постсоветской школы, это называется педсовет. Иногда проводится семинар, но они малоэффективны. Вот результаты показывают, что это малоэффективный вид деятельности. Меня интересует именно эффективная работа с коллегами. Вот вопросы эффективного взаимодействия. А есть какие-то идеи? Есть, конечно же, безусловно, есть. Есть мировые практики, есть пример финских, эстонских школ, их примеры коллаборации. И вот этот вопрос очень интересует. А на данный момент все школы, они больше работают по отдельности, да? Ну, я хочу сказать, что не просто работают по отдельности, а это еще и является в некоторых регионах Беларуси великой тайной и большим секретом. И никто, в принципе, не приоткрывает этот железный занавес того, что происходит в стенах другой школы. У меня были такие примеры в городе Минске, где две школы находились на одной территории, и между ними, ну, одна территория, я имею в виду общий стадион, спортивная площадка, между ними отсутствовало всяческое сотрудничество, вплоть там до запрета общаться педагогами одной школы с другой школой. И это вот, к сожалению, не только мой опыт на сегодняшний день. Коллеги, может быть, у вас еще тоже есть вопросы? Да. Вы можете ко мне сюда поближе подойти, и здесь микрофон, конечно, включен, вы можете присаживайтесь. У нас есть стол вопросов. Здравствуйте. Здравствуйте. Я историк по образованию. У меня интересует, например, вопрос, как преподают историю в США и определенные темы. Потому что одно дело, например, вопросы Второй мировой войны, как преподаем мы. И мне очень интересно, как преподают это наши коллеги за океаном. Интересно посмотреть учебники, по которым они работают. Возможно, в этом был бы ключ к решению каких-то вопросов недопонимания между нашими обществом, между обществом в обществе, между детьми. Ну, то есть вот мне это профессионально интересно. Ну, во-первых, я сказал бы, по-разному преподают или учат истории и все предметы в США. Да? Мы говорим об стране, ну, огромная страна. Да? Есть более 26 тысяч средних школ в США. И все работают по-разному. Нету единой системы или учебного плана в США. И даже в одном штате нету единого учебного плана. Так что как учат все предметы, это очень зависит от кадра. Кевин, скажите, пожалуйста, вот правильно ли мы понимаем, что в Соединенных Штатах нет Министерства образования, а в каждом штате есть свой департамент, который регулирует вопросы образования локально? Да. Да. Спасибо. Скажите, а вот есть темы, которые обязательны для изучения? И как вот они преподаются? Это зависит от школы. Это зависит от школы. Есть штаты, да, где они могут сказать, что все школьники, они должны пройти историю США. Да? А в некоторых штатах нету этого. Для меня это тоже очень странно, потому что тогда получается знания, да, в США, да, среди школьников, это очень зависит, как я говорил, от кадра, это очень зависит от ресурсов.
Потому что есть, даже если это вот государственная школа, есть те, которые вот богаче, а есть такие, которые очень бедные. Потому что финансирование средних школ в США, это зависит от налогов. Да? А где более такие состоятельные люди живут, да, они могут обеспечить себе больше или выше налогов, да, и, соответственно, вот школы, они лучше. Так что и вот эта вот система дисбаланса, да, где есть очень богатые, очень бедные, и богатые получают больше ресурсов, это даже на государственном уровне вот, средних школ происходит в США. Вот более как-то точно к вашему вопросу, как учат там история вот Второй мировой войны и так далее. Есть хорошие... Я не слышал. Ну, это для нас вообще самое такое значимое, наверное, и на этом делается государственный упор в плане патриотического воспитания. Мы уже много очень лет говорим в школах о Великой Отечественной войне, и отношение общества к этому изменилось, мировое отношение к этому меняется, а в школе, скажем так, вот есть какая-то константа, которая уже начинает негативно восприниматься и детьми, и обществом в целом. И хотелось бы прийти к каким-то коммуникациям мировым в общественности, чтобы мы не были разрознены в этом вопросе. Я правильно понимаю, Татьяна? К сожалению, к счастью, я не знаю, как это называется, но есть очень много школьников, которые не знают, что такое Второй мировой войны уже. То есть в Америке это не такая вот тема важная, как это вот в Беларуси, в России, в Украине, например. Но у Соединенных Штатов Америки не такая по времени, да, великая история, я имею в виду в временном формате, да, как, например, у Республики Беларусь и Беларуси, и вообще начиная с Полоцкого княжества. Но, тем не менее, я читала о том, что вопросам изучения истории, именно истории Соединенных Штатов Америки, уделяется очень серьезная роль в общеобразовательных школах. Так ли это? И именно история Америки? Именно история Америки. И что получение паспорта в Америке только сдают экзамен по национальной истории, а потом получают паспорт американец. Так ли это? Это точно как вот я получил вот постоянный вот вид на жительство здесь в Литве, тоже надо было сдать Конституцию, да? То есть надо было вот, и так далее изучать. В Америке это более серьезно, вот эти вот все моменты, которые связаны именно с созданием вот страны. Да? А что дальше, да, вот это вот не делается такой, я сказал бы, в общем, да, не делается такой упор на такие вот моменты, которые ключевые для вас в Беларуси. Спасибо. Ирина, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас существует система какая-то, рейтинговая система лучших, может быть, учреждений, может быть, по направлению, может, школ, допустим, школ, да, потому что понятно, что в разной школе, вы сами рассказывали, что свои программы и так далее, но уже, вот, может быть, какое-то на уровне государства отслеживается лучшие школы, лучшие высшие учебные заведения. Конечно, вот лучшие штаты, может быть. Естественно, делаются такие рейтинги, да, и вот я смог бы найти информацию, да, ну, есть вот система наград вот для самых лучших или инновационных учителей в Штатах. Так что есть такое понятие, где есть хорошая школа, да, которые предоставляют очень много возможностей вот, школьникам, а есть такие вот школы, где это понятно, то, что они вот слабоваты.
Так что... А критерии или это от финансирования зависит? Или все-таки есть такие школы, которые... Очень много зависит от финансирования. Очень много зависит. Там, наверное, могут обучаться только те, кто может платить. Это не то, что это не то, что они платят, да, если это государственная школа, да, это налоги, да, то есть это немножко такая система непрямая. Кевин, скажите, пожалуйста, а какое если в процентном соотношении говорить о частных школах и о государственных школах в Америке, как много частных средних школ? Развивается количество частных школ. Есть такие charter schools, есть еще частные, есть старые частные школы, которые уже существуют 200 лет, да? Но создается эта параллельная система в США, где люди, если они смогли бы платить, в многих штатах, в многих регионах они платили бы. Потому что они хотели бы, чтобы больше внимания, меньше учеников в каждом классе. Да, я понимаю, но у меня вопрос такой. Это уже установившаяся практика, и есть там определенный процент этих школ в общей системе среднего образования, либо это только такой начальный путь, где только начинает формироваться частное образование в средней школе? Уже практика существует давно. Давно, да. Спасибо. А частные школы эстетического музыкального образования, насколько актуальны вообще? Насколько есть что-то такое? Я не совсем... Эстетического направления школы музыкальные у вас какие-то существуют образовательные? Чаще всего не существует. Это только государственное идет или это индивидуальное занятие с педагогом? Даже в государственных такой практики практически не существует. Хорошо, а где тогда учатся музыке? Музыки? Музыка, танец. Художники где учатся? Это в школах, да. Это на базе школ чаще всего. Да. А профессиональное образование? То есть они в общеобразовательной школе обучаются музыкальным предметам. И каким, опять-таки? И дальше это колледж идет, правильно? Есть такие специализированные школы, да, которые называются magnet schools или art schools, где есть возможность, чтобы более глубже изучать именно такие предметы. Это тоже может быть для наука, для STEM, да. Но я не знаю количество этих школ, и не существует в каждом штате. Если человек хотел бы получить профессиональный уровень по музыке или что-то, тогда это частные уроки, с кармана надо платить, да? И это участие в каких-то там оригинальных оркестрах, да? Которые чаще всего это много школ, да, на конкурсной основе, да, они будут создавать немножко выше такой уровень, да, если это касается театра или музыки. Я сам по образованию, я музыкант, так что немножко разбираюсь именно по этой теме. Когда я был в школе, у нас был именно такой оригинальный оркестр, где дети с всего штата, они собрались в одном городе каждую неделю, и у нас была такая возможность. Это только в рамках государственной и частной школы, но общеобразовательной, просто как дополнение к образованию. Не отдельная школа, не так, как мы идем в общеобразовательную школу, а потом мы идем в музыкальную школу. Это одно единое. Да, музыкальных школ практически не существует в США. Это дети, они зависят от школьных программ. К счастью, да, есть очень сильные такие программы с многими ресурсами, которые существуют.
в США. Когда я был в школе, это уже довольно давно, я играл вот в джазовый оркестр, вот симфонические, еще вот духовые. Вот это все было еще там 40 лет назад, 30 лет назад. А еще можно среднее звено, которое есть музыкальное, оно где расположено? Их очень много или по штатам, или это какие-то единичные моменты? Среднее звено музыкальное. Это по штатам. Чаще всего по штатам, да. Светлана, здравствуйте. Такой вопрос. Наши выпускники в последнее время, когда приходит время выбирать профессию, сейчас у нас стала очень популярная IT-профессия, потому что есть возможность заработать деньги. Есть ли на данный момент такие профессии, которые популярны среди выпускников школ в Америке? То есть существует, или это зависит от университета, который в любом случае даст престижную профессию, и он получит хорошую оплачиваемую работу? Да, чаще всего, когда дети заканчивают школу, они не особо думают о профессии. Профессия — это как-то на втором, на третьем плане. Они хотели бы найти хороший вуз, где есть разнообразие, где есть очень много возможностей, чтобы изучать многих разных предметов. Но когда я начал университет, первый год у меня был и философия, экономика, музыка, у меня еще биология, статистика, у меня все эти предметы были, да, и это только после второго года, когда человек выбирает для себя специальность. Так что даже нету мысли, да, когда человек заканчивает школу, кем я стану, да, где я буду работать, да, нету такого. В основном в Штатах. Естественно, есть исключения, если человек знает то, что он хотел бы стать инженером, да, он будет смотреть на такие вузы, как MIT, да, более такие профильные технологические учреждения, да, но это больше как исключение в Штатах. Я не знаю, если я ответил на ваш вопрос или нет. Популярная профессия есть сейчас какая-то тенденция, которой нет, такого нет, да? Нет, изучается все, там от программирования до системной администрации, там это все. Это очень востребовано в США и, мне кажется, по всему миру. Как вы видите тенденции, как вы сказали, в Беларуси. Интересуются коллеги, у вас проблемы в США в образовании вообще есть? Мы так думаем, что у вас все отлично, только у нас проблемы. Нет, есть очень много проблем. Именно проблема с финансированием школ, которые находятся в проблематичных районах. Да? Например, да, я родился в городе Филадельфия. Там школы настолько плохие были, да, если возможность была, да, тогда любые родители платили бы за частное образование. Я закончил частную школу в Филадельфии, католическую школу. И это не из-за того, что мы такие верующие, да, это из-за того, что уровень школьное образование было значительно лучше, да? Потому что даже если родители отправили бы меня, да, в государственную школу, это не только то, что уровень образования плохой, это тоже опасно было. Родители, они не хотели бы, чтобы я закончил бы, чтобы я учился бы в такой школе. Наоборот, когда мы переехали в штат Мэйн, который на самом севере, да,
там вот государственные школы, они даже лучше вот были, чем частные школы. Так что вот... Да, это вот мне кажется, вот самые такие вот яркие недостатки, которые связаны с образованием в США, это то, что не, как это, consistent, ну, неровно. Я не знаю, как... Кевин, скажите, пожалуйста, как вы считаете, если бы у вас все-таки существовало Министерство образования, которое бы регулировало эти вопросы, ну, скажем так, выровняло эту ситуацию в плане финансирования программ, изучения предметов, количества учебной нагрузки, чтобы это сделали все для всех штатов одинаково, это бы снизило вот тревожность, скажем так, в обществе, либо это способствовало улучшению качества образования? Как вы считаете, вот нужна ли такая структура, или все-таки на таком большом формате, как Соединенные Штаты Америки, она была бы вредна? А как же свобода? Да? Вот это как американцы, да? Вот я хочу выбрать для себя. Я не хочу, чтобы государство, да? Иначе это социализм, да? Вот Да, Кевин, очень здорово, спасибо. Очень емкий был сейчас ответ для нас, для всех, потому что это очень больная точка на сегодняшний день у педагогов и у администраторов школ. Очень болезненное восприятие всего, что связано с Министерством образования. Не слышат нас, и мы исключительные исполнители. Голоса учителя — это как писк комара. И поэтому мы, наверное, сегодня здесь, в воскресенье, не со своими семьями, а здесь с вами, потому что ищем путь к свободе и к решению этих вопросов, чтобы учитель в первую очередь чувствовал себя свободным в своей профессии и транслировал это на своих учащихся. У нас осталось еще буквально 4 минуты, но у нас здесь очень горячая атмосфера. Поверьте, Кевин, вы нас зажгли, и поэтому еще есть несколько вопросов. Мы в таком быстром формате попробуем их изложить. Пожалуйста, Анастасия. Я бы хотела спросить по поводу предметной выборности. Вот вы говорите «свобода выбора». Вот когда проходят младшие классы, понятно, нужно научить читать, надо научить писать. А вот дальше ступень, когда ребенок выбирает себе предметы. И минимальный есть какой-то объем или максимальный по предметам, которые он выбирает? Или это хочешь вообще не учить, хочешь все возьми себе, сколько влезет? Это зависит от школы опять, да. Например, начиная с 9 класса в моей школе, да, мы смогли бы вот выбрать, то есть вот каждый год мы должны были бы вот выбрать вот один предмет научный, да, ну, биология, физика, вот химия, да. Так что вынуждены, да. Обязательно вот надо было вот пройти американскую литературу, американскую историю, да. Но большинство предметов, они были на выборе, уже начиная там с 10-го, вот, а потом 11-й, вот 12-й класс, да. Вот физкультура, это тоже обязательно там каждые там 4 года. Но я понял, очень хорошо помню, как я ругался вот с мамой. Вот папе вообще вот по барабану, да. Но мама сказала то, что вот последний год, да, вот 12 класс, обязательно математики, да, обязательно, да. Я сказал, не хочу, да. Я возьму вот 2 вот истории, да, и все. Ну, я не хочу. Она вот сказала то, что вот ты не получишь там вот хорошее предложение от вузов, если без математики это очень плохо выглядит, там, тра-ля. Но все равно я сам сделал такой выбор.
И в итоге все. А до 10-9 класса вот тут есть вариантность в предметах или до 10-го надо учиться? Чаще всего, да. Есть какие-то выборы, да. Может быть, не как в университете, где ты можешь выбрать все, что угодно, да, но чаще всего есть